السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Альхамдулиллах. Аллах Субхану ва Тааля дал встретиться с вами. И альхамдулиллах, Аллах Субхану ва Тааля дал возможности прийти в эту мечеть и благодарить Аллаха Субхану ва Тааля за те милости, которые Аллах Тааля дает нам. И проявить свою покорность Аллаху Субхану ва Тааля. Это большая милость. Поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. Иметь возможности в мире, в дружбе. Вот так прийти в хорошее здание, теплое здание, альхамдулиллах. И мы должны благодарить Аллаха Субхану ва Тааля за это все. А ведь Аллах Субхану ва Тааля достоин, чтобы мы благодарили Его. Мы говорим об Аллахе много-много раз. Слышим об Аллахе много-много раз. Но в основе религии лежит ма'рифатуллах. Это знание об Аллахе. Не только знание, как информацию мы получили. Когда мы говорим ма'рифатуллах, мы не имеем в виду то, что только знать об Аллахе, то, что Он существует. Ма'рифатуллах – это когда мы, получая информацию об Аллахе, размышляем о Нем, понимаем об Аллахе, ищем. Это ислам. Аллах Субхану ва Тааля дал нам религию ислам. И мы должны стремиться понять эту религию. Понимая эту религию, мы понимаем об Аллахе Субхану ва Тааля. Даже один раз я поинтересовался, начал пролистать в Ютубе, почему люди, во-первых, некоторые люди выходят в интернете и говорят: я ушел из ислама, я принял христианство, я стал безбожником. И на самом деле я пролистал очень много таких информаций, где сами рассказывают, почему ушел из ислама. Или делают ссылки некоторые, вот он ушел из ислама. И вы знаете, я еще не нашел тех людей. Я еще не нашел тех людей, которые сказали бы, а они говорят: а я вот видел мусульман. Даже среди них есть из уважаемых семей арабы, которые живут, родители жили, деды, и они тоже прожили сколько-то времени. Они говорят: я жил среди мусульман. Я не видел у мусульман вот такого-то, такого-то развития. Или еще что-то. Но никто не говорит. Я нашел ошибку в Коране. А Аллах такой-то такой. Вот с точки зрения ислама Аллах рассматривается вот так-то, так-то. И даже у нас много людей, которые... Я вот был мусульманином. Иногда бывает, я спрашиваю: а ты знал об исламе что-то? Ты, наверное, учился? Я уж так спрашиваю. И ты, наверное, учился где-нибудь в мадресе, там знал, прошел столько-то, столько-то. Знал об Аллахе. И вы знаете, никто еще не сказал, что именно... Я не понял через ислам об Аллахе. Поистине, религия, ислам в первую очередь держится на понимании об Аллахе. Что из себя представляет Аллах Субхану ва Тааля? Поэтому некоторые ученые делят ма'рифатуллах, знание об Аллахе, на два вида. Первый вид — это когда ма'рифату икрар,
когда люди просто знают о существовании об Аллахе. Они не понимают то, что вытекает из этого. Что из себя представляет ислам и так далее, и так далее. И второй вид, это когда это ма'рифа, когда Аллах Субхану ва Тааля хочет от нас. То есть Аллах Тааля дал нам Коран. Это же информация, знание истины и знание об истине. И Аллах Тааля хочет, чтобы мы знали о нем вот что-то. Вот такое вот знание, там, информацию и так далее. И самое важное, когда мы говорим ма'рифатуллах, подразумевается вот как раз второй вид. Когда человек начинает изучать религию, читать Коран, пытаться, стараться понять об Аллахе, знать об Аллахе. И если мы не будем стремиться к познанию Аллаха Субхану ва Тааля, к ма'рифатуллах, на самом деле наш иман будет, я даже боюсь сказать, у нас какой иман будет? Может Аллах согласен прийти кто-то сказать: а ты давай приходи к нам, зачем там с мусульманами? Вот смотри, мусульмане такие, мусульмане всякие. В телевизоре там что только не показывает. И кто даст гарантии, что мы, Аллах согласен, не пойдем за ними? А если человек будет понимать, стремиться к пониманию, познанию Аллаха Субхану ва Тааля, и если он поймет хотя бы столько, сколько Аллах Субхану ва Тааля рассказал о себе нам, начиная от таких сифатов: Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Халик и так далее, и так далее. У Аллаха минимум 99 имен. Поэтому, когда мы говорим о ма'рифатуллах, мы говорим об знании. Знание – это очень ценная вещь. Знание об истине мы не сможем даже оценить, сколько будет стоить. Мы можем оценить, сколько будет стоить работа какого-то работника. Сколько будет стоить, если поставить окна, построить дом и так далее, и так далее. А сколько будет стоить, если кто-то укажет нам об истине, даст нам знание об Аллахе Субхану ва Тааля. Это уже мы не сможем. Поэтому ученые в исламе находятся на таком уровне. Даже если они ошибаются, то за это они получают все равно награду. Представляете? То есть, если они будут действовать через знания, даже если они ошибутся, даже если они скажут неправильно, Аллах Субхану ва Тааля им дает награду. Это у них вот такой вот статус. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Халь ястави алладзина я'ламуна валладзина ла я'ламун». Разве будут на одном уровне? Разве они будут на одном уровне те, которые знают и которые не знают? Даже если у него нету ни одного богатства, ни одного, да и он не является из числа тех, у кого родословие, знаменитые люди, семьи у них такие. Поистине Аллах Субхану ва Тааля их поднимает на высокий уровень. Если мы посмотрим даже сиру, жизнь написания пророка Мухаммада, или после, в общем, вы представляете, арабы кем были до ислама? Кем они были? Бедуинами.
У них какая-то цивилизация была? Была-то ушла. А вы знаете, в то время, когда ислам пришел, какая цивилизация была у персов? Какая цивилизация была у византийцев? Если почитаете, то, что они построили, то есть для этого нужны были не только 1-2 года, столетия. Представляете? А у арабов что было? То, что было, быстро уходило. Да, были какие-то государства. Но во время ислама, когда пришел пророк Мухаммад, салям, они стали великими. Посредством чего? Посредством Аль-Кур'ан. Арабы пошли в первую очередь не воевать, не что-то там, а пошли получать знания об исламе. Сколько было сахабов пророка Мухаммада, которые находились с пророком, жили с пророком, находились под навесом рядом с мечетью пророка Мухаммада. Для чего? Чтобы получить знания. Через знания они стали великими людьми. Арабы, до такой степени были простыми, когда во время Умара ибн Аль-Хаттаба привезли к нему, завоевали Персидскую империю, привезли, не было такого ковра, как был ковер у царя персидского, который лежал перед троном во дворце. Умар что сказал? Говорит, поделите и разделите, то есть продайте там на рынке. Привезли такой шапку на трон, то есть цари одевали, персидские цари одевали, и это по наследству передавали. А что он сказал? Поделите и продайте как по стоимости золота. Вот такими были они простыми людьми. Аллах Субхану ва Тааля их поднял именно из-за того, что они стремились к знанию, к ма'рифатуллах. Коран, посредством Корана, посредством знаний, истин об истине, Аллах Субхану ва Тааля поднимает тех, кого пожелает. Аллах Тааля опускает тех, кого пожелает. Поистине те, кто стремятся ради довольствия Аллаха, узнать об Аллахе, эти люди будут на наивысшем уровне. Эти люди, которых Аллах Субхану ва Тааля вознаградит в этом мире, в следующем мире. Как мы видим в истории. История – это то, на чем мы будем строить в будущем. Это фундамент. Если мы говорим о людях, люди временами не менялись, какими были, так и остались. Это же физиология. Это же люди. У них как и было 2 руки, так и осталось 2 руки. Их психология, их нрав, то есть как у них характеры, то, к чему они могут достичь с плохой стороны, с хорошей стороны. То есть это определенное. Поэтому, как и были 1000 лет тому назад, так и сейчас люди такие же. Кто-то воспитанный, кто-то невоспитанный. Кого-то Аллах Субхану ва Тааля унизил. Аллах Тааля не унижает, кроме как по своим причинам. В этом виноваты сами люди. И не надо обвинять в этом Аллах Субхану ва Тааля. Поистине Аллах Тааля поднимает тех людей, которые заслуживают этого. Тот, кто заслуживает, чтобы Аллах Тааля поднял, который заслуживает довольствия Аллаха Субхану ва Тааля, прощения Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах Тааля их не унижает. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم.